В год 110-летия художников Акценовых в галерее «Серебряный век» открылась удивительная выставка. На ней представлены работы, которые долгие-долгие годы хранились в школьном художественном музее. В 2010 году сын Акценовых, Всеволод Аркадьевич, передал в дар художественной школе номер 6 коллекцию работ. Это были неоформленные картины, огромное количество зарисовок, этюдов. И вот это богатство, которое мы храним в нашем музее, мы сегодня хотим представить большой публике. Галерея «Серебряный век» с удовольствием принимает сегодня работы Акценовых и рассказывает об их творчестве. И нам очень приятно, что сегодня в стенах нашей галереи экскурсии, которые мы планируем проводить в течение месяца, будет проводить один из основателей музеев, председатель общества друзей Акценовых, почетный работник общего образования Российской Федерации, ветеран педагогического труда Комарова Людмила Дмитриевна. И вот экскурсию сегодня, нашу онлайн-экскурсию, проведет Людмила Дмитриевна Комарова. Ей слово. Добрый день. Я рада приветствовать всех, кто помнит, знает и кому суждено, и завидую еще тем, кто только узнает Акценовых. Это действительно чудо, то, что в жизни пришлось познакомиться с такими замечательными людьми. В честь Акценовых была названа планета Акценовия. Написана книга, вспоминая Акценовых, друзьями Акценовых Валентины Андреевны Ивановой. И выставки регулярно проводились после их ухода. То есть друзья Акценовых никогда не забывали своих самых родных и самых дорогих друзей. Хочется сказать о том, что потенциал акценовского творчества настолько велик, что для художественной школы это сокровище не только картин, но сокровище самой духовности этих людей. То есть, прочитав книгу, ребята рассказывают, насколько им легче учиться и как они стараются достичь этих вершин, веря в то, что звезда Акценовия будет им всегда помогать по жизни. Экспозиция у нас состоит из работ, принадлежащих музею Акценовых, школе имени Акценовых. Сын Всеволод Аркадьевич Акценов, профессор живописи в Санкт-Петербурге, преподает в академии живопись, он профессор живописи, подарил все, что было вывезено из мастерской Акценовых, согласился, что все это действительно будет очень полезно для педагогов и для детей. То есть он оставил в наследие Чувашии очень много картин. Подарки были сделаны и художественному музею, и музею Новочебоксарскому, и во временном хранении культурных в Радуге, забыла, как называется, Культурно-выставочный центр «Радуга». В культурно-выставочном центре «Радуги» шикарная коллекция акценовских картин во временном хранении, переданы Всеволодом Аркадьевичем. И мы ежегодно выстраиваем выставки, приезжают к нам люди с разных городов и разных государств. Была у нас в гостях педагог из Франции, которая была в таком восторге не только от работ Акценовых, но и от работ самих детей, учащихся этой школы. И написала нам на прощание свои отзывы, что школа настолько прекрасна, что она мечтает, что во Франции, чтобы наконец-то смогли построить подобную школу. А когда мы ей передали в дар работы детей с 1 по 4 класс, она сказала: у меня во Франции никто не поверит в то, что это рисовали дети такого возраста, потому что у них программа составлена совершенно по-другому. Дети приходят к конкретному педагогу, художнику и учатся просто ремесленному творчеству, тому, чему овладел этот педагог. Не так, как в нашей стране по программе большой, широкой и многообразным обучением. Давайте про чебоксарскую сирень несколько слов скажите нам. Сирень
Акциновы писали весной, когда она цвела, Людмила Михайловна так и говорила, зацвела сирень, праздник в городе, и все благоухало сиренью. Написано рукой Людмилы Михайловны, цветы, как правило, Людмила Михайловна писала, Аркадий только где-то чего-то, небольшую точечку, маленький штришочек в конце и общая подпись Акциновой. Сирень ни разу не повторилась у них композиционно и по цвету, и по характеру. То есть столько сирени у нас в городе, в частной коллекции, в коллекциях музея. И эта сирень всегда восторгает и восхищает. Чувствуешь даже запах этой сирени. Она настолько живописна, ни одна кисточка ни по форме, ни по цвету не повторяется у художников. И этот почерк спутать просто физически невозможно. Но самое интересное, что Акциновы писали в очень редкой технике масло-воск. В этой технике у нас в Чувашии никто из художников не пишет. Эта техника требует очень виртуозного, быстрого письма. Дело в том, что разбавитель с воском, он быстро застывает, и нужно было вот эти этюды писать на бумаге так мгновенно. Это буквально уходило 20-30 минут на написание работ предварительных. И удобна была эта техника тем, что масло с воском застывало быстро, и через 20-30 минут можно было спокойно эту бумагу класть или картон в папку и идти дальше. Для путешественников, для людей, которые писали с натурой, писали места, которые никогда не тронула эту природу и эту красоту цивилизации, то есть совершенно чистые места. В частности, у нас здесь на выставке представлена работа, это лагерь галлициологов. На вертолете они с учеными, которые изучают ледники, ледник Можай, они прилетели и писали, самих галлициологов писали вот этот Можай. Два варианта у нас в городе. Один вариант, который сейчас находится в Радуге, и другой вариант, прошу прощения, тоже в Радуге. Пойдемте сейчас про космонавтов несколько слов скажем, перейдем к этим работам. Портреты космонавтов Акциновы писали с натуры перед самым вылетом космонавтов, отправки в космос. И портреты эти были небольшие, кратковременные, написаны именно этюдного характера. И уже в мастерской они их дописали, но отправить в музей космонавтики эти портреты они не успели. Николаева они также описали с натуры, космонавта нашего. Этот портрет в музее Николаева, космонавта. Так случилось, что мы не смогли найти спонсоров, чтобы отправиться в музей космонавтики с детьми и подарить им эти портреты. И они уже настолько прижились у нас, и каждый год в День космонавтики к нам приходит из школ общеобразовательных для того, чтобы посмотреть не только на творчество Акциновых, еще на обмундирование самих космонавтов. То есть они в настоящих скафандрах. И после написания портретов Акциновы их провожали на Байконур и помахали им рукой, когда они уже уезжали на автобусе. И здесь творчество чебоксарского этапа. Какие интересные работы здесь есть? Успели они написать старые чебоксары. И в частности, вот эти соляные лабазы, которые исторически уже не существуют, это на берегу Волги. Было всего два этих лабазов, я сама их помню хорошо. Написано на бумаге, как раз в этой технике масло-воск. И, как правило, в их этюдах всегда обязательно присутствует фон либо холста, либо бумаги, либо картона. Это вот как раз тот самый пример, когда фон является живописным продолжением живописного произведения Акциновых. И вот здесь, рядом с этим этюдом, живописное полотно, это уже написано более ранний период, после их освобождения. Это Джуба, мост, который, видно, фундаментально построенный, каменный, тяжелый, его материально нужно ощутить. А вода настолько легкая, прозрачная. И
чувствуется даже вот это, как она трепещет. Горы великолепно прописаны в цвете и в объеме тоже. Облака выходят за пределы как будто самой картинной плоскости. Все настолько живо, настолько живописно, что картина сама оживает. И даже вот движущийся вот здесь транспорт, мы можем даже, наверное, не вспомнить, что это за модели. Вернее, этот транспорт уже по нашим дорогам не ходит. Так. Рига. Здесь вот есть еще этюд небольшой, так же как соляные лабазы написано на бумаге. Это БАМ. Байкало-Амурскую магистраль в основном строили люди далеко не строители, это ученые, композиторы, писатели, поэты, которые сидели по 53-й статье как враги народа. Но строили они настолько добротно, настолько ответственно, что БАМ до сих пор существует, и он, как говорится, прослужил, мне кажется, больше всех и лучше всех в своем первоначальном варианте. Здесь это агрегатный завод, это забыла, как он называется, сталевар. Присел отдохнуть и прикурить. Тоже этюдный характер, то есть это портрет написан именно в виде этюда. Но он настолько передает и характер, и очень живописен, и можно сказать, что портрет совершенно завершен. Здесь присутствует вот работа «Старая Рига», это возле кукольного театра. Дальше есть тоже работа «Старая Рига», арка древняя такая, материально прописана очень хорошо, и видно вот эти кирпичи старинные, все строение. Здесь еще портрет очень интересный и живописный, это портрет Светланы. Видно, что она в траурном одеянии и рассматривает фотографии своих предков, причем смотрит на них с такой любовью, трогательным вниманием, изучая, как бы и вспоминая все былое, которое было связано с ее юностью и с детством. Портрет написан в черном, но черное настолько живописно, на ярко-красном фоне, и она сама трогательно нежная, и вот материальность вот это потрясает, удивительная. Здесь работа чувашские наши деревни, это родник, который течет глубоко во врагах наших чувашских. И пришли сюда люди в жару для того, чтобы охладиться, искупаться вот в этой чистейшей родниковой воде. Настолько вот эта деревня написана живописно, и можно даже, наверное, узнать, жители могут узнать в этой деревне собственную деревню, почти каждый деревенский житель, кто жил в деревне. Здесь у нас тоже небольшой этюдный, такой вот на бумаге написанный. Это дороги военных лет и дороги, наверное, послевоенных тоже, когда уже вода поступает и нужно успеть переехать на тот берег. Из досок, из бревен делают временные такие понтонные мосты для того, чтобы еще продлить срок вот этой дороги зимней. Здесь, опять-таки, строительство нашей ГЭС. Они успели запечатлеть вот начало этой стройки. Строится плотина, и на берегу песок отгружают для того, чтобы дальше эту плотину, стройку. И сама работа настолько живописна и сказочно красивая. Мы видим, что это песок, но песок здесь из таких, практически вся гамма цветовая художников, наверное, здесь представлена. Также и вода живая, хотя работа этюдная и кратковременная, на бумаге написанная. Рядом с этой работой это кувшинка, и работа так и называется у нас «Кувшинки». Когда жаркий полдень, и приходишь к этому омуту для того, чтобы вдохнуть с прохладой воды, вот этой глубокой глубиной, и материально тоже передано состояние самой природы, вот это вот величие какое-то самой водной глади. И рядом
перед грозой. Там действительно лучик солнца озарил землю золотистым таким сиянием, и мы смотрим на облака, они свинцовые, тяжелые, сейчас свалятся на землю таким дождем, который буквально все покроет влагой в одно мгновение. Рядом скалы, и я думаю, это написано, вернее, эта работа у нас недавно появилась, подарила нам друг Акценовых, это Лидия Анатольевна Савчук. Это, я думаю, написано на Байкале, либо это шаманские камни, потому что они трогательно, живописные и где-то как будто напоминает даже что-то живое, двигающееся вот в этих камнях, что-то такое. И сами кедры или сосны тоже как бы все едино слились как одно целое, все живое и все красивое. Вот это как раз глициологи. Прилетели только на вертолете, там где вечная мерзлота, для того, чтобы изучить жизнь ледника Можай. И вот с этим рядом с учеными Акценовой как раз пишет этюды. Рядом на этюдах это художники, которые приехали на Черное море, и это, по-моему, горячие ключи. Там была когда-то как Дмитрий Владимирович? Здравствуйте. Нет, художников база, где они... Творческая дача. На творческой даче солнечные горячие ключи. Художники пишут море. Акценовы решили написать самих художников, то, что они работают, и написать вот эти как бы горы, и на фоне этих гор деревья. Дерево, вернее, это, наверное, может быть тополь, может быть это клен, я даже не могу сказать по цвету, что это за дерево, но дерево действительно написано с любовью, которое уже оголено полностью, без коры, у них целая серия есть написанная работа «Деревья умирают стоя». Они как бы восхищаются вот этой красотой природы, и что сам скульптор, и сами они всегда приносили из леса, из тайги, засушенные вот эти кусочки, и потом делали из них чудесные сувениры, которые с удовольствием дарили. И, как правило, их выставки были оформлены вот этими подделками из природного материала. Там всегда было много букетов живых цветов, засушенных букетов. И их выставки очень выгодно отличались от выставок обычных, наших художников, которые тоже маститые и хорошие, но необычностью оформления самой выставки. Здесь этюд «Золотой день». Вот в цвете Акценовы передали состояние вот этой жары. И гуси от жары пытаются спастись, в воду кидаются. И зелень как бы сама пожухла, пожелтела, и вода стала золотистой, желтой. Все буквально золотом освещено. Вот этой жаре как бы показывает вот эту жару физически. Здесь поселок в горах, но это мы недавно узнали, что это старатели, те, которые добывают золото, живущие вот в тайге, вот в таких условиях. Но поселок только отстроился, доски здесь свежие, красивые, и люди счастливые сидят как бы на воздухе и общаются друг с другом. Там же и дети, и куры бегают. В общем, полотно очень интересное. Оно было оформлено вот у нас в музее уже, в художественной школе, и далеко не все эту работу видели. Сами художники ее не выставляли. Очень много работ, которые как бы они получили вторую жизнь благодаря тому, что школа создала музей Акценовых. Здесь портрет Людмилы, написанный где-то, я думаю, 47-46 год. Это она уже в ожидании своего сына Всеволода Аркадьевича, профессора живописи. Здесь же его портрет маленького ребенка, которому 2-3 годика. Здесь он приехал вместе с мамой и младшей дочери Людмилой на ссылку к своему отцу
И Людмила как бы забрала своих детей и приехала, чтобы разделить вот эту жизнь в неволе. И дети, вспоминая об этом времени, говорили, что они были очень счастливы, потому что папа с мамой были рядом. Была тайга, которая удивительно красивые звери, всевозможные птицы. Дети приносили из поселка к ним подранков, и они их выхаживали, потом отпускали в тайгу, чем удивляли жителей коренных этой Сибири. Как мы ходим, чтобы подстрелить зверя и чтобы получить мясо, а вы откармливаете, отпускаете в тайгу. Дети, зная, что они очень доброжелательно к этим зверям, с удовольствием приносили подранков и филины, и медвежонка отпускали в тайгу. А здесь еще удивительный большой натюрморт громадный тыквы с кукурузой на чувашских домотканах, вот этих половиках. Половики написаны настолько материальные, даже семечки тыквы можно взять как бы и погрызть физически. «Веселая рыбалка» — это я предполагаю, что этот этюд написан в Кувшинке. Это вот были такие небольшие острова, когда Волга была еще не запружена вот этой плотиной. И действительно, там ребята очень любили рыбачить, купаться, и всегда было оживленное это место вот в Кувшинке. Здесь очень интересный этюд. Это портрет на бумаге написан тоже в технике масло-воск. Юный архитектор. Но настолько удивительные, мечтательные глаза у этой девушки молодой. Она действительно в своих мыслях уже видит новые города красивые. И вот это состояние творческого такого мышления передано очень хорошо и тонко. Здесь любимец бабушки, цветы галаксиния, тоже на домоткани. И тоже материальность потрясает вот этой ткани. Хочется даже как бы взять и потрогать. И даже вот эта складочка как будто выходит за пределы картинной плоскости сама домоткань. Здесь художник из Якутии смотрит на нас с вами таким пытливым и восторженным взглядом. Чувствуется, что у нее уже рождаются новые композиции, новые картины. Женщина, которая вся в творчестве. Здесь очень интересный этюд под голубыми небесами. Действительно, только высоко в горах бывает вот такое чистое синее небо. И снег как бы слепит глаза, совершенно белый, и который передан удивительно, фантастично в этой маленькой работе. Вот здесь две работы написаны, одна на бумаге, другая на холсте. Ой, извините, обе работы на холсте написаны у самых вершин. По манере письма, по характеру горы изображены, и очень многие говорят, и художники, и просто зрители, что очень схоже с рериховским письмом. А снизу работа написана «Ангара». Это строители Байкало-Амурской магистрали. Если мы присмотримся к этой работе, то увидим вот в этих маленьких засыпушках-землянках дымок. Это те самые ученые, писатели, поэты, композиторы безвиновные, которые строили Байкало-Амурскую магистраль. В таких вот условиях они еще и жили. А здесь «Морские радости». Написано настолько акварельно-прозрачно на бумаге, масло, воск, что первое впечатление, что это акварель. Действительно сложно понять, что это масло. И передний план только вот эти волны и камни живописные, написано несколько пастозно, можно определить, что это масло. А сами люди настолько легко, прозрачно в воде, они как бы слились с самой водой, и в этом пространстве не как единое целое именно пребывает в радости, в восторге. Над обрывом картина написана тоже на бумаге, масло-воск.
Посмотрите, как оголены корни сосны, но сосна стоит совершенно прямо, не собирается как бы падать, и ветра ее не трогают, хотя, казалось бы, ей уже неоткуда брать питание, но тем не менее она еще не засохла, стоит. Так же, как и они величаво выстояли все эти испытания, выпавшие на их долю. Здесь Новокузнецк, работа недавно у нас появилась в музее нашем. Мы ее одели в раму, и она стала как бы дополнительным украшением наших залов, нашей школы. В Новокузнецке они жили сразу после второй реабилитации, а после Новокузнецка, когда друзья, которые приехали в Чебоксары, это Авров Виталий Семенович и со своей супругой Надеждой Владимировной, пригласили их в гости, написав в письме, что здесь, в Чебоксарах, воздух пахнет арбузами. И когда они приехали в Чебоксары, действительно, Аркадий Всеволодович сначала приехал на разведку, был в восторге от наших лесов, от нашей Волги, вот этой бескрайние горизонты, воздух совершенно чистый и прозрачный. И они приехали уже в Чебоксары и почти 30 лет прожили, и никуда не стремились, и город действительно им стал родной и близкий. Здесь пионы написаны на подоконнике, тут как бы забыли шторы задернуть, это писались еще при свете, а потом уже, когда художник увидел красивые вот эти силуэты домов, освещенные электричеством, решила написать еще видный фон. Есть такое чувство, потому что пионы прописаны с такой живостью, с такой вот любовью и многообразием цвета. Рядом у нас космические ирисы. У них была серия работ, написанные именно вот, и они так их называли, космические цветы. Они были между космонавтами на выставке вместе с космонавтами. И если мы присмотримся к этой работе, мы увидим очень философское звучание самой картины. Здесь, если посмотреть внимательно, можно увидеть глаз осьминога щупальцами, который он пытается захватить вот эту красоту, которая стремится вверх к свету и говорит, что только красота, любовь и доброта спасут мир. Но не дремлет потусторонняя сила, которая пытается разрушить эту красоту. И только вот молодой побег, вернее, бутон, который не успел еще распуститься, склонился вниз и как бы духом пал. Но эти уже устоявшиеся тянутся к свету и знают, что они выстоят. Здесь космонавты Волков и Титов, они улетали в космос, и Акцинова провожали их в космос из музея космонавтики и успели написать очень кратковременные этюды небольшие. И уже здесь, в Чебоксарах, в мастерской, они завершили свою работу, но не успели отправить самим космонавтам. Когда передавали вот эти работы, меня просили, в принципе, родственники о том, что хорошо бы эти портреты отправить в музей космонавтики. Но так случилось, что мы не нашли спонсоров для того, чтобы поехать туда, и так у нас эти портреты задержались. Но они прижились очень хорошо и помогают нам в творческой работе и детям. А вот «Поющие кедры», Аркадий сам говорил об этой композиции, их несколько работ, одна работа в художественном музее, несколько больше размером. «Поющие кедры» и «На семи ветрах» там еще есть название. Это гимн тем уцелевшим людям в сталинских лагерях и гулагах. А уцелели они благодаря творческой деятельности. Ученые продолжали там работать по своей тематике. Писатели писали свои поэмы. Художники при любой возможности писали этюды, наброски. Даже Людмила Михайловна, будучи в тюрьме, вышивала своей дочери, она свято верила, что ее арестовали по ошибке,
что муж ее не враг народа. Она только через 8 лет узнала, что ее мужа расстреляли сразу. Это инженер-железнодорожник, который очень много своим новаторством помогал в создании нашей железной дороги. Но кому-то он перебежал дорогу, по всей вероятности, его по доносу арестовали и сразу же расстреляли. Людмила ходила по тюрьмам, пыталась передачи передать, и следователю пыталась доказать, что это чудовищная ошибка, что его арестовали. И в итоге ее с грудным ребенком арестовали, посадили. И она, когда поняла, что ее отправят дальше в Сибирь, а ребенок, который было всего 3 месяца, когда расстреляли ее отца и когда арестовали маму, было уже 6 месяцев, и расстались они, ей было уже 9 месяцев, этой девочке. Благодаря соседу, который был начальником вот этих органов, и он по просьбе Людмилы отправил эту девочку не в детский дом, как положено было по законам тем, отправил родителям. Девочка-то сейчас живет у нас в Чебоксарах. Она проработала на агрегатном заводе, создала удивительную теплицу при агрегатном заводе, в которой была самая большая коллекция цветов, разнообразие цветов. На всех выставках осенних она всегда занимала, эта теплица, первое место по оформлению, и все выставки акциновых всегда оформлялись цветами агрегатного завода, дочерью. Агрегатный завод с удовольствием отдавалась теплице, разрешал это официально, для того, чтобы акциновские картины сопровождались живыми цветами. Вот эта кедровая роща должна была быть срублена вся под паровозную топку. Рубили ученые, композиторы, писатели. Аркадий тоже рубил эту рощу. Но не поднялась рука полностью истребить эту рощу. 300 лет эта роща кормила птиц, зверей своими плодами, давала людям ценнейшее масло. Сама древесина дорогая, и из нее делали всегда мебель самую дорогую, красивую, и скульптуру вырезали. Скульпторы очень прекрасные, красивые. Сама древесина была ценна. Но рубили люди подневольные под паровозную трубку на дрова, как бы издевательство над самими вот этими учеными. И уцелели люди в этих гулагах только благодаря вот этому творческому отношению к самой жизни. Они верили свято, что их жизнь не прекращается ни в каких условиях. И в тех нечеловеческих условиях они продолжали творить, тем и выжили. Вот эта женщина, похоже, тоже прошла через все вот эти сталинские гулаги. И на ее плечах и голод, и война. И эта женщина настолько мудра, настолько духовно богата, что вот в ее глаза хочется бесконечно смотреть. Достаточно? Сейчас пригласите на экспозицию, которую в течение месяца будет появлена. Пригласите всех желающих оценить. Я приглашаю всех желающих познакомиться с творчеством Акценовых в галерею «Серебряный век». Это при Национальной библиотеке. Она продлится целый месяц. Вход свободный. Вы можете приходить с детьми, можете приходить с друзьями. Я думаю, у вас появится желание прийти повторно, привести еще большее количество людей. Спасибо. Большое спасибо.